Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях заместитель мэра Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева. Здравствуйте! Хотелось бы прояснить ситуацию касательно детских садов. Это очень актуальная тема – нехватка мест. Сколько сейчас детей стоят именно в очереди в детские сады? На сегодняшний день в наших 94 садиках муниципальных обучается порядка 26 тысяч деток, и еще столько же стоят в электронной очереди. Как вы знаете, в прошлом году было введено в эксплуатацию несколько новых садов, один из которых был в рамках общей программы по 16 объектам образования по поручению президента Кыргызской республики Садыра Нуркожоевича. У нас были построены практически за летний период 15 школ и детский сад, в том числе один, который это в микрорайоне Джалу, 18 Балатай, был открыт, который также принял деток. Буквально в январе этого года мы также ввели новый садик для того, чтобы снять нагрузку. В этом году будут вводиться и строятся дополнительные детские сады. Но для решения такой программы еще именно охватом детей дошкольным образованием, как вы знаете, сейчас активно работает программа «Правительственные акселераторы». Запущена программа, которая помогает инициативным горожанам, большая часть это женщины, открывать домашние садики на дому. То есть оказывать услуги по дошкольному воспитанию именно на дому. Разработан ряд нормативно-правовых актов, была проделана очень большая работа, она сейчас продолжается. Первоначально первый источник для этого была все-таки электронная заявка для тех участников, которые изъявили желание или еще изъявят желание участвовать в данном проекте. И вот на сегодняшний день уже у нас порядка 600 заявок поступило, то есть это те люди, которые изъявили желание пройти обучение, соответствовать всем нормам, которые приняты на данный момент в рамках программы «Правительственный акселератор» и открыть домашние сады на дому. То есть это один из способов решения данной проблемы и увеличения количества охвата детей дошкольным образованием. Все-таки, если открывать домашние сады, все равно нехватка садиков. Сколько садиков у нас в Бишкеке не хватает? Вот смотрите, как я сказала, у нас порядка 26 тысяч детей у нас ходят в садики, еще 26 тысяч детей у нас стоят в очереди. Практически столько же детей находятся в очереди. Это только официально зарегистрированные дети в электронной очереди. Соответственно, с правительством сейчас и ведется такая работа для того, чтобы максимально охватить детей услугами дошкольного образования без строительства новых детских садов. То есть это новый такой сейчас выход из данной ситуации, новое решение, которое проводится под патронатом Кабинета министров Кыргызской республики. Что касательно школ, сейчас во многих классах учатся по 40 человек, даже и больше, возможно. В каком году наш Бишкек добьется того, чтобы наши ученики комфортабельно учились по 20-25 человек в классе? Как вы знаете, в прошлом году введено в эксплуатацию 15 школ. Практически это все те школы, которые увеличили мощность существующих, либо те школы охватили, в которых вообще не было школ, это жилые массивы, в которых, допустим, вообще не было образовательных организаций. Взять пример жилмассив Мурас-Урдо. Здесь очень большой жилмассив, но, к сожалению, дети не могли посещать общеобразовательную школу именно в жилмассиве, так как школа села Озерного не могла принять детей. И малыши наши буквально ходили в 4-ю смену, в 3-ю смену, это в 4 часа вечера, и возвращались буквально уже в 7 часов, когда это было темно. А старшеклассников организовывали транспорт, возили в массив Калыс-Урдо. С прошлого года эта проблема снята. Практически в прошлом году такая массовая проблема по заполняемости школы, она была снята. Сейчас для урегулирования именно вопроса заполняемости школ мы работаем по направлению повышения качества образования во всех школах. Ни для кого не секрет, что очень много желающих, допустим, попасть в ряд школ, так называемых статусных, которые добиваются хороших результатов, дети которых более набирают высокие баллы на общереспубликанском тестировании, которые зарабатывают, подтверждают Алтын Тамга. Поэтому мы сейчас стараемся уравнять качество, уровень образования максимально довести до высоких стандартов, для того, чтобы каждый родитель хотел отдать ребенка в свою школу, которая ближе к дому, потому что это комфортно, удобно, ребенка не нужно везти через весь город, не создавать пробки, в то же время его не нужно, он сам практически может дойти до школы, потому что есть сегодня такие школы, которые буквально не заполняются даже в одну смену. Что касательно мест в школах, сейчас очень много первоклассников, желающих попасть в школу. Все ли они могут попасть?
школу? Каждый ребенок, который должен пойти в класс, он обязательно пойдет. Ни один ребенок не останется без учебного, так сказать, места в школе. Это конституционное право ребенка, и мы обязаны обеспечить ребенка образованием, общим средним образованием. Кроме того, наши выпускники, они выпустились, 11-классники, более 8 тысяч выпускников сейчас будут поступать уже в дальнейшем обучаться, то есть высвобождаются места. Часть девятиклассников, они также уходят в лицеи, в колледжи. То есть, соответственно, это естественный процесс подрастающего поколения, замены, можно сказать, поколений. И обязательно каждый первоклассник, он поступит. Кроме того, ежегодно проходит августовский учет детей. То есть мы все должны понимать, что есть категории деток, которые оказались в трудной жизненной ситуации, где родители не совсем понимают, что пора ребенка вести в школу. Для исключения таких ситуаций, для того, чтобы ребенок не остался забытым и потерянным, проводится августовский учет, где идет полностью перепись всех детей, которые должны пойти в первый класс. И обязательно ребенок, достигший возраста поступления, он будет зачислен в школу. Когда будет прием документов в школах, примерные числа, когда родители могут прийти и дать документы? Как вы знаете, у нас запись проводится через электронную. Первый этап уже прошел. Сейчас будет второй этап в июне буквально. Во второй этап у нас записывают через электронную запись те школы, в которых остались свободные места после записи детей по микроучастку. Третий этап, это, конечно же, будет в августе. Дети, которые по каким-либо причинам не попали по микроучастку в свои образовательные учреждения, они обязательно будут зачислены через комиссии. Прием документов начинается в августе. Как вы знаете, сейчас после проведения выпускных экзаменов, после вручения аттестатов, педагогический состав, они уходят в отпуска, в трудовые. И в августе мы уже начнем активную подготовку к новому учебному году, и в том числе и по приему документов, комплектованию классов и уже организации учебного процесса. Автобусы в Бишкеке, в школах очень такая тоже актуальная тема. А когда они появятся у нас в столице и полная будет уже комфортабельная езда? Вице-мэр, который курирует данный вопрос за службы. Но я думаю, в этом году, как уже ранее сообщалось, как ранее говорилось, обязательно будет первая партия автобусов. В прошлом году 120 мы уже получили, как вы видели, стали все свидетелями этого радостного события. И в этом году также будут. Ранее наш президент Джапаров подписал указ о том, что запрещается сбор денег на разные предметы. Если все-таки зафиксированы, если родители зафиксировали сбор денег, куда им обращаться? Но в любом случае сбор денег со стороны педагогов, педагогического коллектива, он запрещен. Он никогда не был разрешен. И те факты, если, допустим, появлялись информация о каких-то поборах, сборах, конечно, на это сразу оперативно реагировалось. Действительно, существуют общественные фонды, объединения родителей, которые в рамках этих фондов проводили определенную работу по поддержке школы, по развитию структуры при их желании. Но, опять же, это должна быть только деятельность родителей с их желания, с их согласия. Ни в коем случае ни педагог, ни директор не имел права принуждать. И тем более там озвучить какие-то суммы, либо какие-то средства, которые необходимы со стороны руководства школы. На сегодняшний день, как бы сейчас работа полностью проводится и в рамках указа. Сразу же было проведено еще одно собрание со всеми руководителями для того, чтобы разъяснить, предупредить под персональную ответственность каждого руководителя, для того, чтобы уже директор школы провел эту работу у себя в коллективах. Ну, мы все в СМИ видели последние новости, где-то периодически в некоторых школах возникает вопрос именно о сборах определенных средств на подарки, либо на проведение каких-то либо мероприятий. Со стороны города Бишкек, как вы знаете, мэрия, именно город Бишкек, это единственный остался город, который полностью финансирует образование из местного бюджета. И, соответственно, ежегодно предусматриваются средства и на ремонты, и на капитальные ремонты проводятся. Вот в этом году на 150 миллионов также по объектам образования будет проведен капитальный ремонт, куда входит и замена кровли, замена окон, система отопления, инженерных систем, ремонт санузлов. Поэтому эта работа проводится, и она будет дальше проводиться. А также закупаются медикаменты, закупаются малоценные предметы. Это то, что необходимо каждой школе для каждодневной жизни и каждодневной работы. В здании депутат ЖК Ида КЗ отметила, что в школах нужно запретить курение электронных сигарет. Сейчас стало очень крайне актуальным тоже. И запретить продажу школьникам этих электронных сигарет. Как вы, по вашему мнению, нужно устранить эту проблему и бороться? Этот запрет, он есть, его не нужно устанавливать, потому что он имеет место быть. И это очень правильный запрет, потому что мы должны все-таки детей привлекать к здоровому образу жизни. И здесь для того, чтобы противодействовать именно этим противоправным действиям и продаже запрещенных предметов на территории школы, вблизи территории, проводятся рейды. Рейды проводятся со стороны акиматов, управления образования.
а также привлечение правоохранительных органов. В каждой школе у нас есть закрепленный инспектор по делам несовершеннолетних, который непосредственно также должен мониторить данную ситуацию, в случае выявления таких фактов принимать уже меры административного характера к нарушителям. Парламент еще принял закон о государственном языке, в котором говорится, что каждый чиновник служащий должен знать кыргызский язык. Знаете ли вы сами его? Да, и у меня уровень B1, я сдала тестирование, я думаю, в скором времени я его сдам до уровня B2. Угу. Следующий вопрос на кыргызском, если можно, на кыргызском ответ, чтобы доказать всем, что вы знаете кыргызский. Конечно, я волнуюсь. Не волнуйтесь, все нормально. Эртең эл аралык балдар кургоо күнү экен. Кандай майрамдар биздин шаарда уюштурулат? Эмне күтсө болот? Мы этот праздник начали На уже, кыргызском. можно пока на русском, кийинки крыша была. Мы начали праздновать мероприятие по случаю Международного дня детей уже с прошлой недели. Одни из первых таких мероприятий это было проведение фестиваля «Манастын Урпактары» среди наших дошкольных образовательных учреждений. Это ежегодный традиционный фестиваль, который проводится в столице и привлекает именно деток. У нас проходят районные этапы, и вот на городском финальном уже вышли 10 команд из наших городских садов. Это 300 деток, которые показывали уже свои номера. Конечно, у нас очень талантливые дети, которые максимально раскрылись на сцене, не постеснялись, тем более из важных условий состоит именно отсутствие воспитателя на сцене. То есть это вот 5-6 лет детки, которые сами полностью полноценно ставили определенный номер. Победителям были, конечно, детям вручены подарки для детского садика. Это игрушки, были сертификаты и оргтехника. А сегодня, буквально утром, у нас прошло торжественное закрытие фестиваля «Жеткинчек». Это ставший уже традиционный фестиваль спорта среди детей. Дети до 12 лет, в основном это 8-12 лет детки. В этом году это был второй фестиваль. Приняли участие около 1000 детей. И что очень примечательно, в этом году мы привлекли детей с инвалидностью. Они у нас участвовали по шахматам. То есть мы максимально стараемся вовлечь всех детей, создать для всех детей равные условия для участия в общественной жизни, в культурной жизни и в спортивной жизни. Сегодня они получили свои награды заслуженные. Они проходили буквально неделю. Чемпионат проходил по 6 видам спорта. Также сегодня у нас стартовал 3-й международный детский фольклорный фестиваль на Ристе. Состоялось открытие филармонии. У нас прибыли зарубежные гости из Монголии, Индии, Тувы, Якутии, России, Башкирии. И также в прошлом году, как вы помните, мы провели во время осенних каникул, провели первые открытые бишкекские дельфийские игры. Вообще Кыргызстан, он 20 лет участвует в международных дельфийских играх. Это аналог Олимпийских игр, только в сфере культуры и искусства. И вот на протяжении 20 лет наши дети ездят, представляют Кыргызстан, поднимают флаг и занимают гран-при, занимают первые места, но тем не менее у нас в Кыргызстане он не проводился. И вот в прошлом году мы провели первые бишкекские дельфийские игры. И так как у нас участвовали регионы, это были открытые игры. И вот на сегодняшний фестиваль на Ристе, 3-й фестиваль, мы пригласили победителей этих игр. То есть это мотивация для детей развиваться, мотивация для них стремиться улучшать свои навыки, заниматься искусством, потому что детский фольклорный фестиваль, он именно направлен на сохранение традиций, на сохранение традиционного искусства, культуры, для того, чтобы максимально рассказать о своей культуре на международном уровне. Все те государства, которые сегодня принимают участие, они, конечно, все это фиксируют, это будет распространяться практически на весь мир. Тем более это проводится под международным патронатом, который также на отчетных уже мероприятиях это будет все транслироваться. То есть здесь мы охватываем и воспитание детей, и сохранение культурного наследия. И в то же время мы развиваем таким путем туризм, привлекаем именно туристов в наш город. Как вы знаете, завтра тоже состоится у нас очень большое мероприятие. Мы его проводим совместно с фондом «И небо Лагатерек», совместно с группой, всем известной The Billions. Это будет вечерний блок, но если мы будем говорить, как бы самый масштабный, но вообще мероприятие начинается в 10 часов утра, начнется он с детского забега вокруг исторического музея, детки будут разделены по возрастным группам, совместно с Олимпийским комитетом этот забег будет проведен. Целый день на площади Ала-Тоо зонально у нас распределена территория, где будут развлечения для детей, конкурс, национальные игры, по итогам которых будут вручаться грамоты для детей, которые заняли определенные места. Также будет функционировать для удобства фудзона для всех желающих, которые будут гулять на площади. Завтра в рамках празднования Дня защиты детей, в рамках проведения 3-го международного фольклорного фестиваля на Ристе у нас будет организован также парадное шествие
Традиционно мы отправимся, точка отправления у нас мэрия города Бишкек, у нас порядка 1000 деток. Это наши международные участники, наши гости из регионов Кыргызской республики, наши дети из городских центров творчества, они все будут в нарядных костюмах, очень красивый, мы пойдем на площадь. Фестиваль, этот парад будет проходить такой веселой обстановке с сопровождением музыки, с сопровождением оркестра. Через определенные периоды они будут останавливаться, и каждый показывать что-то интересное. Вот каждая команда зарубежная, и наши звездочки маленькие будут какой-то номер показывать свою культуру, искусство, и вот для того, чтобы это показать горожанам. Стартует он в 4:30 вечера, то есть тот период, когда уже люди могут быть на улице. И, конечно, он завершится на площади. После прибытия на площадь часовой концерт будет организован именно гостями фестиваля. Мы постарались учесть всех гостей именно зарубежных для того, чтобы максимально показать жителям столицы и гостям вот тех артистов, которые приехали принимать участие. После этого будут звезды нашей эстрады выступать, и завершится все концертом группы The Billions. Тоже на площади. Тоже это все на площади будет, просто они будут друг друга сменять, чередовать на главной сцене на площади Алато. По вашему мнению, по вашим ощущениям, женщинам в госслужбе трудно? Ну, я бы не сказала, что трудно. Здесь, видимо, знаете, вот все зависит от индивидуальный подход должен быть. Дело в том, что у меня как-то с начала моей деятельности именно в муниципалитете он начался с мужских коллективов, таких очень серьезных работ. И как-то, да, мужчины пытаются что-то, бывает сказать, что, может быть, они что-то лучше знают, но если ты специалист в своем вопросе, если ты профессионально владеешь той ситуацией, либо информацией, знаниями, то, я думаю, здесь таких споров не возникнет. Ну, конечно, женщинам бывает немного сложнее, потому что у нас, кроме обязательств на работе, у нас есть еще какие-то семейные обязательства, все-таки дети, это воспитание детей, но у женщины потенциал выше, чем у мужчин. Вот мы просто даже сравниваем в коллективе, и вот буквально Акылбек Усенбекович вчера озвучил на вручении первых сертификатов по программе «Правительственные акселераторы» о том, что действительно это научно доказано, что женщины могут больше работать. И, возможно, они даже где-то более ответственно относятся к поставленной задаче, более щепетильно. Поэтому я не скажу, что сложно, что сложнее, чем мужчине. Каждому здесь просто индивидуум нужно рассматривать. Проблемы могут быть разные. Но я думаю, надо быть просто хорошим специалистом, надо максимально ответственно и полноценно исполнять поставленные задачи, функционал свой, и я думаю, тогда вообще проблем не возникнет. Хорошо. Мы вас видим всегда в мероприятиях, в делах, полностью погруженную в процесс. А какая Виктория Мозгачева вне работы? Нам вот интересно послушать вас. Как вы даете воспитание своим детям? Много ли времени уделяете? Вне работы меня очень мало. Я прихожу домой довольно-таки поздно. У меня просто взрослая дочь уже, и как бы в этом плане мне немножко полегче. И я живу с родителями супруга все эти годы, уже 20 лет практически, поэтому у меня очень хорошая поддержка от семьи, именно от мамы, от моих родителей. Дочка уже помогает, муж поддерживает, поэтому мне в этом плане сейчас полегче. Хотели бы вы, чтобы ваша дочь пошла по вашим стопам именно в госслужбу? Поддержите вы ее? Но она не пойдет, она у меня очень творческая, и она с детства все-таки была такая... Я называю их воздушными. Это детки, которые... Да, творческие люди, они немножечко другие. У них другое понимание. Если я очень любила математику, я увлекалась программированием, информатикой, то нет, она вот... Ей давались предметы, но она сидела и рисовала, потому что ей это доставляло удовольствие. И вот все-таки я призываю всех родителей обращать внимание на то, что любит ваш ребенок. Не нужно отдавать учиться там, где считается престижным, либо, возможно, себя не реализовал в этой профессии, но ты очень хотел. Нужно все-таки по способностям ребенка смотреть. Она сейчас у меня обучается на графического дизайнера, она сутками рисует, у них сейчас проходит практика, они выходят в парк, как она мне вчера сказала, нам преподаватель сказал, рисуйте то, что увидите. Я не думаю, что она пойдет в госслужбу, потому что это мало соприкасается, но, возможно, оно все равно как-то будет сочетаться, потому что сейчас век цифровых технологий, информатизации, мы сейчас смотрим, даже мы сталкиваемся с такой проблемой, когда мы проводим определенные мероприятия, нужно брендировать. Это должно быть красиво, да. Возможно, в этом формате когда-то, через несколько лет она и заинтересуется, но в любом случае любой выбор я буду поддерживать. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Очень было приятно поговорить о позитивных новостях нашей столицы. Мы желаем вам
плодотворной, удачной работы. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева. Все актуальные новости у нас в редакции Алдава Неврем. Следите за нашими новостями.